7 мая 2015-го российские силовики задержали в Грушевке Мустафу Дегирменджи. Обвинили в участии в массовых беспорядках, организованных Меджлисом. Он, Али Асанов и Ахтем Чийгоз стали первыми фигурантами дела 26 февраля. Их судят за митинг, проходивший в Симферополе еще до аннексии. Мустафе Дегирменджи предлагали свободу в обмен на клевету против замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза. Ему открытым текстом следователь предлагал дать показания против Чийгоза, и ты будешь на свободе. Но он отказался дать показания. 2 года он провел в СИЗО, а в апреле 2017-го его перевели под домашний арест. Но уголовное дело против него остается, несмотря на то, что Россия отпустила Ахтема Чийгоза. Отец Мустафы Бекир Дегирменджи на пенсии. Он инвалид 3-й группы. Часто приходил в суды поддерживать крымских политузников. 23 ноября российские силовики задержали в Симферополе нескольких крымских татар. Среди них оказался и Бекир Дегирменджи. Фамилия? Дегирменджи. Еще раз? Дегирменджи. Во время спецоперации у ветерана национального движения крымских татар 83-летней Виджие Кашка случился приступ. Женщина умерла по дороге в больницу. Бекира Дегирменджи и других задержанных обвинили в вымогательстве. Сами они говорят, пытались убедить должника вернуть деньги Виджие Кашка. В суде Дегирменджи-старшему стало плохо, он астматик. Использовать ингалятор ему запретили. Приехала скорая. Несмотря на это, судья отправил Дегирменджи в СИЗО. Все заседание Бекир Дегирменджи сидел за решеткой в кислородной маске. Расценивают как покушение на жизнь людей. Зная о состоянии здоровья, должно было быть принято совершенно иное решение. В ночь на 14 декабря 2017-го он попал в реанимацию. Сейчас Дегирменджи дышит при помощи медицинского оборудования. Состояние у него крайне тяжелое, но пока стабильное за счет того, что он находится у нас на искусственном дыхании, там идет вентиляция легких и медикаментозный сон. Следователь, который ведет это дело, заявил его супруге, что не разбирается в диагнозах, но состояние Бекира удовлетворительное. Я подал ходатайство следователю о том, чтобы он изменил меру пресечения Дегирменджи Бекиру в связи с изменившимися обстоятельствами, в связи с резким ухудшением его здоровья. Также сегодня мы планируем отправить ЕСПЧ по правилу 39 для принятия экстренных мер.